В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». С вами Елена Лова. Здравствуйте. Неделя запомнилась несколькими ключевыми событиями. Одно из них – прошедшее в Москве 15-е заседание Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией. До 2,5 миллиардов рублей в 2017 году увеличится объем российской финансовой помощи. Какую сумму в рамках инвестиционной программы в 2017-2019 годах всего планируется выделить республике? Как прошло заседание межправительственной комиссии? Все это в деталях в репортаже Сарии Смыр. Открывая заседание, заместитель председателя российского правительства Александр Хлопонин отметил положительную динамику развития двусторонних отношений между Абхазией и Россией. По его словам, созданная проектно-сметная документация позволит более качественно и в короткие сроки выполнять план работы, обозначенный на заседаниях межправкомиссии. По словам Александра Хлопонина, в Абхазии в ближайшее время планируется провести более 160 мероприятий на средства, предусмотренные инвестпрограммой содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Я считаю, что такой уровень подготовительных работ и сами темпы работ будут соответствующими и позволят обеспечить своевременную реализацию всех тех планов, которые мы наметили. Мы понимаем о том, что мы двигаемся с вами в соответствии с теми обязательствами, графиками и задачами, которые будут утверждены, поэтому я думаю, что мы сейчас оперативно рассмотрим, утвердим на нашей межправкомиссии основные наши оперативные задачи и двинемся дальше. В свою очередь, премьер-министр Абхазии Беслан Барцыц в своем выступлении отметил, что все обязательства сторон, которые были ранее закреплены на заседаниях межправкомиссии, были выполнены. Программа прошлого года в объеме 2 миллиардов 486 миллионов завершена. На 14-й межправкомиссии, которая заседала в Сухуми в конце прошлого года, была утверждена новая программа реализации инвестиционной программы на 2 года на сумму 6 миллиардов рублей. Но, по словам Беслана Барцыц, в документ были внесены некоторые изменения. Эти объемы изменились, были скорректированы в связи с обращением абхазской стороны, связанные с погашением задолженности за поставленную электроэнергию для покрытия энергодефицита, возникшее с 7 февраля 2017 года по 10 апреля. Остаток средств в размере 5 миллиардов 585 миллионов рублей планируется распределить следующим образом: 2 миллиарда 585 миллионов на 2017 год и по 1 миллиарду 620 миллионов на 2018-2019 годы. Данная инвестпрограмма разработана абхазской стороной и согласована с Министерством по делам Северного Кавказа. Для Республики Абхазия инвестиционная программа и параметры, заложенные в текущем финансировании для обеспечения выплат заработной платы работникам социальной сферы и силовых структур, несомненно, является основой социально-экономического развития нашей страны. После недолгого совещания состоялась церемония подписания протокола 15-го заседания межправкомиссии. Протокол подписан. Уже после подписания протокола заместитель председателя правительства России Александр Хлопонин более подробно рассказал об итогах встречи. Он отметил, что все вопросы были вновь проработаны. По словам Хлопонина, во время заседания обсуждались и проблемы развития энергетики Абхазии. У нас серьезно скорректирована инвестиционная программа. Это связано с тем, что республикой подготовлен перечень проектно-сметной документации по всем проектам. Мы готовы увеличить объемы финансирования в этом году, и он составит свыше 2,5 миллиардов рублей в этом году финансирования. И, соответственно, пропорционально на 2018-2019 год объем финансирования стоит 1 миллиард 600 миллионов. Помимо этого, мы сегодня как раз очень плотно обсуждали энергетическую проблему, говорим о том, что у нас крайне необходимо сегодня не только обеспечить текущее потребление электроэнергии. В целом, я могу сказать, еще раз поблагодарить своего коллегу Беслана Константиновича за очень эффективную работу его команды. Нам очень приятно работать. У нас практически, вот видите, комиссия проходит за полчаса, потому что все текущие вопросы у нас снимаются. То есть мы не видим здесь каких-то проблем. Председатель правительства Абхазии Беслан Барцыц поблагодарил Александра Хлопонина за высокую оценку работы абхазской стороны и отметил, что в этом году удалось увеличить финансирование более чем на 500 миллионов рублей. В текущем году в план включены и берегоукрепительные работы, что немаловажно для нас, отметил Беслан Барцыц. Фактически мы сегодня с вами утвердили новую инвестпрограмму на 17-19 годы и обсудили ее параметры, а также разбивку по годам. Что касается текущего года, действительно, с помощью личного участия
Александра Геннадьевича и всех коллег удалось увеличить финансирование на текущий год. Порядка 500 миллионов будет составлять увеличение. Это очень значимый для нас проект. Впервые в инвестпрограмме появляются такие мероприятия, как берегоукрепительные, антипаводковые мероприятия, которые были для нас очень серьезной проблемой. И в этом вопросе мы нашли полное взаимопонимание. В целом, все вопросы, которые возникали в ходе подготовки, они сняты, и все наши пожелания нашли отражение в подписанном сегодня протоколе. По словам Беслана Барцидзе, абхазской стороне было передано 20 объектов автономного обеспечения населения электроэнергией в период внепланового отключения света. Премьер отметил, что такая помощь для Абхазии существенна. По словам участников 15-й межправкомиссии, план, предоставленный абхазской стороной, был в полной мере утвержден. Сария Смыр, Беслан Джинджолия из Москвы специально для событий недели. На этой неделе президент Рауль Хаджимба дал пресс-конференцию. Последняя встреча в таком формате проходила более 5 месяцев назад, поэтому и вопросов у журналистов накопилось немало. Рауль Хаджимба рассказал журналистам о том, когда начнется финансирование по линии инвестпрограммы и какие меры предпринимаются для роста собственных доходов. Президент заявил, что создание совместного информационно-координационного центра не противоречит законам республики. Отметил работу Министерства внутренних дел по пресечению незаконного оборота наркотиков. Комментируя тему перераспределения полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти, глава государства сказал в частности, что считает возможным утверждение премьер-министра парламентом. Рената Шакана помнит, какие еще вопросы поднимались на пресс-конференции. 10 актуальных вопросов, касающихся общественно-политической и экономической ситуации в стране, были заданы президенту. Как отметил Рауль Хаджимба, основополагающей целью государства по-прежнему остаются системные действия, направленные на рост собственных доходов. Этому фактору будут способствовать действующая государственная поддержка сельхозпроизводителей, уверен президент. Проводятся анализы и ревизии международных договоров и соглашений на предмет наличия возможностей для продвижения наших товаров на внешние рынки. В отношении сельского хозяйства следует отметить, что была проведена подготовка к весенне-полевым работам. Министерству сельского хозяйства было дано задание провести первую вспашку за счет бюджетных средств. На конец мая были обработаны территории в 2525 гектаров. Однако нельзя не отметить о тех трудностях, которые возникли, связанные с неучтенными пахотными землями. Многие крестьяне, не обрабатывавшие свои земли за 10-20 лет, включились в этот процесс. И, к сожалению, мы этот фактор не учли. И это привело к определенным сложностям. Рауль Хаджимба отметил, что непростая ситуация остается в сфере энергетики. Нелегким для отрасли был зимний период. Тем не менее, его удалось пройти достаточно спокойно. Энергосистема выстояла благодаря работам, которые были проведены до начала зимы. Касаясь работы правоохранительных органов, глава государства сказал, что результаты деятельности МВД оставляют желать лучшего. Рауль Хаджимба привел, к примеру, статистику о раскрываемости преступлений. За 4 месяца текущего года совершено 204 правонарушения, из них раскрыто 150. Рауль Хаджимба высказал намерение принимать жесткие меры в отношении наркоторговцев. По части, касающейся наркотиков, организаторов ввоза, есть такая мысль о внесении соответствующих поправок по санкциям, в высшей мере наказания. Расстрел у нас практически отсутствует, на него объявлен мораторий, но пожизненное заключение вполне могло бы присутствовать. Может, это хотя бы образумит кое-кого. Президент высказал свое мнение по предложению Совета Общественной палаты об установлении персональных пенсий в размере 50 тысяч рублей для депутатов первого созыва парламента Абхазии. Насколько мне известно, в Общественную палату обратились представители самого Золотого парламента. Я, насколько знаю, там было несколько человек. Общественная палата просто передала то письмо фактически, которое было по своему содержанию именно таковым, как вы заметили. Но я говорил и с представителями Общественной палаты, у нас нет таких возможностей пока на этом этапе решать задачу так, как это заявлено в том документе, который представили инициаторы. Пока нужно подождать.
Завершая пресс-конференцию, Рауль Хаджимба отметил, что всегда готов к конструктивному диалогу, обсуждению волнующих все наше общество проблем. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Если обращение Совета Общественной палаты к президенту с просьбой назначить персональные пенсии в размере 50 тысяч рублей депутатам парламента первого созыва в обществе не поддержали, то другая инициатива, на этот раз от ветеранских организаций АРОА и Амцахара, вынести на рассмотрение сессии парламента вопрос признать 30 сентября Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии была воспринята в целом положительно. Ирина Аржба разбиралась в теме. День независимости Республики Абхазия. Именно так называется самый важный в новейшей истории нашей страны праздник, который мы отмечаем 30 сентября, в день освобождения Абхазии от грузинских оккупантов. В народе этот праздник называют Днем Победы, и, наверное, мало кто из обычных граждан задумывался о разнице в названии этого дня. Совместная инициатива АРОА и Амцахара по поводу правового оформления памятных дат Дня Победы и Дня независимости дала нам возможность выяснить, а что же думают наши граждане по этому вопросу. И, как оказалось, многие даже и не знали, что официально 30 сентября мы отмечаем День независимости, а не День Победы. Ну, может, так по логике вещей, наверное, два праздника не стоит объединять, потому что, ну как, вот вы знаете, День независимости у нас было в другой день. А День Победы – это День Победы. Звучит для абхазского народа День Победы, потому что действительно великий день, когда Абхазия была освобождена от грузинских оккупантов, поэтому это самое верное название этого великого праздника. Я считаю, День Победы есть как День Победы. Победили же. Надо назвать День Победы. Он на самом деле День Победы. А независимость мы получили совершенно в другое время. И празднуем его 26 августа. А пусть это будет День Победы. Это и для ветеранов большая радость. Я полностью за. День Победы. Я согласен. День Победы. Это нам изнен сказали, что было независимо. Фактически День Победы мы всегда говорим. Мы независимость не говорили. Просто, чтобы в больших политических кругах не звучало как-то, что празднуем такое, как бы, знаете, кровопролитие, что у нас было, мол, День Победы. Ну, фактически я за День Победы. По мнению директора абхазского филиала Института евразийских исследований, члена Общественной палаты Абхазии Сократа Джинджулия, когда принималось решение об определении правового оформления статуса дня 30 сентября, название этой даты Днем независимости имело политическую подоплеку. Но сегодня наступило время, когда мы можем называть вещи своими именами. Предложение об установлении праздника Победы я полностью поддерживаю. Мы все знаем, чем закончилась Отечественная война народа Абхазии. Она закончилась полным разгромом агрессора и изгнанием его из страны. Конечно, это была победа. И это историческое событие должно найти достойное место в календаре. Недопустимо затянули решение этого вопроса. Несколько раз обращения были по этому вопросу. Я с 2010 года к кому только не обращался, к высшим должностным лицам, но вопрос как-то не решался. Сейчас, как мне кажется, вопрос двинулся с мертвой точки, и он должен быть решен. Ведь чем дальше День Победы отделяется от нас в историческом плане, тем важнее его значение становится для нас. И он должен достойное свое место занять в календаре. Ветераны АРОА и Амцахара, так же, как и большинство опрошенных нами граждан, считают, что Днем независимости надо признать другую историческую дату. Какую именно? Многие считают, что Днем независимости может быть 26 августа, день, когда нашу государственность признала Российская Федерация. Но такое мнение ошибочно и не имеет правового и законодательного обоснования. По мнению историка Гурама Гумба, Днем независимости можно считать 12 октября 1999 года. Именно в этот день, после референдума, который состоялся 3 октября, был принят акт о государственной независимости Абхазии. И меня, честно, очень радует, что две ветеранские организации именно с этим вопросом обратились. Это вот и АРОА, и Амцахара. Это великая победа нашего народа. И тогда мы часто говорим, Великая Отечественная война и Отечественная война. Для нас это абхазская, это Великая Отечественная война. То есть мы действительно победили. И он должен быть Днем Победы, я считаю. А Днем независимости
во всем мире, везде, во всех странах, это день принятия акта о независимости. И Днем независимости должен быть акт о независимости, который был принят в октябре 1999 года. Вот эти две даты они должны стать частью нашей жизни. В обществе есть и другие мнения по этому вопросу. Например, известный общественный деятель, ветеран войны Тимур Надарая на своей страничке в Фейсбуке написал, что не следует искать другой день, чтобы назвать его Днем независимости, что во всем мире главным официальным праздником считается именно День независимости. По протоколу главы стран, признающих Абхазию, обязательно должны поздравить президента именно с этим праздником, а поздравления с Днем Победы по протоколу не предусмотрены. По словам Гурама Гумба, к этому вопросу нужно подойти серьезно, изучив все исторические материалы. И я думаю, что мы должны посвятить серьезную конференцию. Научная общественность Абхазии должна с этим вопросом просто определиться. Журналист Ибрагим Чкадуа уверен, что неважно, как будет называться день 30 сентября. Суть праздника от этого не изменится. Я его все воспринимал как День Победы, этот день. И может, есть смысл День независимости делать то, когда вот мы ее провозгласили, по крайней мере. Мы сейчас очень много занимаемся какими-то формальными вещами, а не нереальными вещами. Мне кажется, больше надо акцент все-таки сделать на какие-то реальные вещи, потому что вот это время бесконечных дискуссий в нашем обществе, оно чуть затянулось. И я не то, что в контексте этого именно события, именно этой дискуссии, но пользуясь случаем, хочу так сказать. А так, от того, как мы его назовем, я думаю, оно никогда не будет меньшим, этот день для нас. И очень важно, что просто потомки его также воспринимали, так как мы его воспринимаем, как День Победы. В любом случае, если в нашем праздничном календаре появится еще одна немаловажная историческая дата – День независимости, это будет хорошей возможностью еще раз напомнить подрастающему поколению о важнейших исторических этапах борьбы за независимость нашего народа. Ирина Аршба, Ильдар Дамиров. Специально для событий недели. Арбитражному суду Абхазии 20 лет. Этой дате была посвящена научно-практическая конференция, прошедшая в Сухуми. Если раньше субъекты арбитражного процесса были лишены права на обжалование судебного акта, то сейчас арбитражный суд состоит из первой кассационной и надзорной инстанции. Это один из результатов судебной реформы. Мы пригласили в студию председателя арбитражного суда Фатиму Квициня, чтобы поговорить об арбитражном судопроизводстве в целом, о проблемах банкротства и возврате кредитов, а также о судебно-правовой реформе. Здравствуйте, Фатима Алексеевна. Здравствуйте. 20 лет арбитражному суду. Арбитражный суд прошел сложный этап формирования и становления. Арбитражный суд специализируется на разрешении правовых конфликтов, связанных с предпринимательской и иной экономической деятельностью. Тем не менее, в чем принципиальное отличие арбитражного суда от судов общей юрисдикции? В характере разрешаемых споров. Вот как вы сказали, арбитражный суд рассматривает хозяйственные споры, споры в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. И еще одно отличие. Если в суды общей юрисдикции могут обращаться граждане, физические лица, а в арбитражный суд могут обращаться только юридические лица, либо лица, имеющие статус индивидуального предпринимателя. Интересно поговорить о судебно-правовой реформе и как она отразилась на работе арбитражного суда. Изменение сроков полномочий судей, улучшение материально-технического обеспечения, увеличение в разы зарплат судьям. Да, все это должно минимизировать коррупционную составляющую в судах и сделать судебную власть реально независимой от исполнительной и законодательной ветви власти. А как на практике? Вот, что вы скажете по этому поводу? Да, в стране проведена судебно-правовая реформа. И уже мы можем подводить какие-то итоги этой реформы. Вообще считается, что реформа – это что-то положительное, это изменение в сторону улучшения. Вот это мы имеем, говоря о судебно-правовой реформе. Главная цель и главная задача судебно-правовой реформы заключалась в том, чтобы укрепить независимость судей, укрепить независимость судебной власти, сохранить
и усилить гарантии экономической независимости, материальной независимости, правовой независимости судебной власти от других ветвей власти в государстве. И эта задача, поставленная теми, кто проводил судебную реформу, я думаю, эта задача была успешно решена. Что дала судебная реформа арбитражному суду? Вот эта реформа, она наиболее тщательным образом коснулась именно арбитражного суда, потому что произошли серьезные и существенные изменения. Ну, во-первых, как результат судебной реформы были внесены изменения в Конституцию Республики Абхазия, в статью «Судебная власть», был принят закон о судебной власти, и был принят новый арбитражно-процессуальный кодекс Республики Абхазия. До судебно-правовой реформы в арбитражном суде не было понятия кассации, пересмотра судебных решений. Сейчас есть эта возможность. Вот об этом расскажите. Это же существенное изменение. Это существенное. Результатом судебной реформы стало расширение права граждан на обжалование судебных актов. Это вот то, о чем вы говорите. Если ранее, по ранее действовавшему арбитражно-процессуальному кодексу, судебные решения арбитражного суда вступали в силу с момента принятия, обжалованию не подлежали, они могли быть пересмотрены, эти решения, в президиуме арбитражного суда, и то по протесту генерального прокурора либо председателя арбитражного суда. Сейчас положение с принятием нового арбитражного процессуального кодекса существенно, коренным образом изменилось. Введена новая судебная инстанция, кассационная инстанция. Любой желающий, любой участник процесса может обратиться с кассационной жалобой в кассационную коллегию. Более того, не только участники, теперь могут обращаться и иные лица, не участники процесса, но если судебные решения каким-то образом затронуло их права, они тоже могут обращаться с кассационной жалобой в кассационную инстанцию. Благодаря судебной реформе материальное обеспечение судей увеличилось. Но здесь тоже очень эта работа проведена тщательным образом, вот это увеличение зарплат. Как оклады судьи не подняли, оклады не увеличены. Вот по итогам судебной реформы увеличены надбавки. А какие надбавки? Это за классный чин, это за стаж работы. Чем выше классный чин судьи, он больше получает процентов. Чем дольше он работает в судебной системе, он получает больше. То есть не все судьи получают одинаковое денежное вознаграждение. Это так называется, говоря специальным языком, судьи. Чем выше статус судьи, хотя у нас все судьи обладают единым статусом, но вот учитывая эти моменты, квалификация, классный чин, стаж работы, от этого зависит и заработная плата судьи. Сегодня судьям грех жаловаться, зарплаты хорошие, и это дает возможность судьям работать спокойно. Без оглядки. Без оглядки, да. Судья все-таки, судья это человек, живой человек, у него семья, у него дети. И судья на рабочем месте не должен думать, а где мне заработать деньги, где мне деньги взять. И еще вот срок полномочий судей, я хотела об этом сказать, как гарантия независимости судей. Раньше срок полномочий судей был 5 лет. Сегодня срок полномочий увеличен. Сегодня судьи избирают сроком на 10 лет. Судьи избирают по представлению президента, их избирает парламент. Тоже важная гарантия для независимости судей, потому что судья уже, когда выносит решение, он не будет думать, не будет оглядываться на тех, которые вот через 5 лет, возможно, будут решать его судьбу. Потому что мы знаем, срок полномочий президента 5 лет, срок полномочий депутатского корпуса 5 лет, и судья уже может спокойно выносить решение без оглядки, не боясь, что его его когда-то упрекнут, а вот ты вот тогда не совсем как-то себя хорошо повел. Вы в вопросе говорили об улучшении материально-технической базы судов. Вот этот вопрос остался открытый. Материально-техническая база судов не улучшена, она требует улучшения. Но мне кажется,
мне кажется, что будет второй этап судебной реформы. И вот эти вопросы материально-технической обеспеченности судов, я имею в виду обеспечение судов зданиями, помещениями, которые специально приспособлены для осуществления правосудия. Я думаю, что в Абхазии мало судов, которые могут похвастаться тем, что у них есть свое помещение, которое соответствует специальным требованиям. Вы тоже не в своем помещении Мы тоже не в находитесь? своем помещении, мы находимся в помещении, которое принадлежит другому ведомству, куда нас разместили 20 лет назад. Здание вот Верховного суда, вот здесь у нас Да, по соседству да, с телевидением, да. вот-вот откроется и Да, и завершится Верховный ремонт. суд перейдет туда, да, это решение. Я думаю, что потом и очередь дойдет и до арбитражного суда, и городские районные суды тоже. Всем ясно, что независимость судебной власти обеспечивается не только социальными льготами, зарплатами, да, о чем мы выше говорили, но и созданием безопасных условий для отправления правосудия. Все мы помним, как в марте этого года был совершен поджог автомобиля судьи Верховного суда Тимура Шоня, припаркованного у здания суда. И судейское сообщество обратило внимание руководства страны на факт угрозы жизни судей при исполнении ими служебных обязанностей, на то, что требуется специальная охрана для помещений судов, охрана судей. Вообще, ощущаете ли вы себя в безопасности, когда вы принимаете сложные судебные решения? Это проблема не сегодняшнего дня, эта проблема стоит остро все 20 лет, что я работаю судьей. И мы неоднократно делали такие обращения. Но, к сожалению, действительно судьи сегодня не защищены никак. Нет защиты судей. Вы знаете, что отношение к судьям, к представителям Фемиды в стране разное. Выигравшие процесс всегда хвалят суд, говорят, что это самый справедливый, самый гуманный суд. А сторона проигравшая всегда недовольна вынесенным судебным решением. И работа судьи не из легких, и всегда она сопряжена с риском, потому что да, дела бывают судебные, бывают легкие, бывают сложные. Но сложность дела, я сейчас говорю за арбитражный суд, сложность дела не всегда заключается в том, что это дело сложное юридически, в правовом смысле. Сложность дела иногда заключается в том, что в материальном смысле дело очень такое сложное. Когда речь идет о взыскании денежных средств в несколько сот миллионов, такое дело у нас есть, было несколько таких дел. Проблема, судьям нужна, конечно, охрана в таких случаях. Или когда речь идет о возврате имущества, вот гостиницы, дома отдыха, вот возвращать их, такие исковые требования. И порой в судах иногда бывают такие страсти, что даже нервы сдают. И при этом судьи не защищены. Здание, вот вы правильно говорили, здание судов не охраняется. Нету даже вот этой простой пропускной системы. Хотя бы проверяли, кто заходит, кто пришел. Любой желающий с улицы, довольный решением, недовольный решением, он может прийти в суд, пройти спокойно по всем служебным кабинетам, высказать то, что он думает. А часто такое бывает у вас? Бывает. Был вот тоже недавно случай, очень уважаемый человек пришел, оскорбил словесно, развернулся и ушел. Вы говорили о сложных и несложных делах, которые рассматриваются в арбитражном суде. Давайте поподробнее поговорим о характере о характере дел, которые у вас рассматриваются. Арбитражный суд одно время был завален делами, связанными с возвратом кредитов. Да. Вот давайте об этом расскажите нам. Был что период, это за дела, когда арбитражный суд, как вы сказали, был завален делами кредитов. Это были споры о невозвращенных кредитах. Мы даже проводили обобщение судебной практики по этим делам.
потому что суды при рассмотрении этих дел выявили, что кредиты были выданы иногда с нарушением банковского законодательства. Кредиты некоторые не были обеспечены залогом. И когда совершается какое-то действие, в данном случае это выдача кредитов, когда оно не совсем идет по законному руслу, вернуть по закону уже очень сложно и трудно, и почти становится невозможно. Но это было... Это какие годы? Это были 10-12 годы. Сейчас у нас большой То есть эти кредиты некоторые не вернули, удалось некоторые вернули, да, но вернули те, кто добровольно вернул. Почему сложно исполнять арбитражные дела взысканий? Потому что, вот смотрите, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, они имеют свои расчетные счета в банках. Они обращаются, суд удовлетворяет, допустим, да, в случае удовлетворяет исковые требования, и исполнительный лист мы направляли в тот банк, где был расчетный счет этой фирмы. Банк нам присылал, возвращал исполнительный лист с надписью «Исполнить невозможно, потому что денег нет». Потому что наши бизнесмены, наши предприниматели, очень мало кто на своих счетах держит деньги, какую-то сумму денег. Вот с этим было связано. Потом вступал в дело судебный исполнитель. Пытались они найти имущество, чтобы обратить взыскание на имущество. И вот тогда и появлялись эти моменты, что банки обычно единственное жилье в залог оформляли, это вот нельзя было. То есть вот эти проблемы уже возникали в ходе исполнения судебных актов, не в ходе вынесения решений, потому что решения выносились о взыскании. Это все знают. Если ты деньги взял, то надо возвращать. Вы не помните? Количество на дел память? Не помню. У нас сейчас новые категории дел. Так. Вообще в прошлом году арбитражный суд, количество дел поступивших, исковых заявлений, поступивших в арбитражный суд и рассмотренных дел, было выше, чем предыдущие годы. С чем это связано? Ну, наверное, это связано с тем, что экономическая жизнь чуть оживилась, потому что наш суд – это показатель экономического состояния общества. Если экономика работает, то там и могут возникать споры. А если экономика не работает, и споров нет. Ну вот в прошлом году у нас было огромное количество дел, и большой процент этих дел – это были подрядные дела. Дела строителей, строительные дела, так называемые в народе, когда строительные компании предъявляли иски госкомпаниям об оплате выполненных работ. Все исковые заявления были удовлетворены, там за исключением нескольких были вынесены решения о взыскании денежных средств с госкомпаний. Эти решения пока не исполнены, но я думаю, что они будут Я знаю, там одно из дел, это по делу ЮСК, Южная строительная Много компания. дел было по ЮСК, там не одно дело, было дел много. Насколько мне известно, хотя уже вот служба судебных исполнителей это не у нас, но деньги не возвращены, но и ответчики особо не настаивают, потому что они понимают, что им вернут. Ну, просто пока не вернули. И по некоторым делам есть даже ответчики просят отсрочку, рассрочку, то есть чтобы им выплатили вот не сегодня, а по прошествии какого периода времени. Они имеют право, и суды такие определения утверждают. Еще у нас дела, был большой процент дел, это дела об административных правонарушениях. Если раньше контролирующая организация выезжала на проверку, составляли протокол проверки, и там уже выписывали сумму штрафа, сами определяли, да. Теперь уже это наш законодатель решил, что это тоже спор своего рода, это тоже спор с предпринимателем, носит экономический характер, носит предпринимательский характер. И эти дела в подведомственность суда передали, и мы эти дела рассматриваем, вызываем стороны, как обычный судебный процесс. В основном это были дела разных проверяющих организаций. Это
качество реализуемых товаров, срок годности товаров, ценообразование. И очень большой процент дел у нас был с миграционной службой. Вот только по административным делам было взыскано штрафов в бюджет страны 300 тысяч. Вот, это за этот больше, год? Да, за прошедший год. За этот год мы еще отчеты не проводили, потому что пока полугодия нет. Я вот эту цифру. То есть здесь удается взыскать? Да, я вот хочу отметить, я это ни разу говорила, ни разу я это говорила, и на это я обращала внимание, что вот именно вот этот бизнес, малый бизнес, индивидуальные предприниматели в основном, они привлекаются к дисциплинарной ответственности. Есть там юридические лица разной организационно-правовой формы, но вот этот мелкий бизнес, они без проблем. Вот проблемы с тем, что кто-то не заплатил штраф, нету. У нас неисполненных по административным делам нет. И еще одна новая категория дел – это дела о банкротстве. Суд принимает решение о том, что признает предприятие банкротом? Признает предприятие банкротом, и начинается процедура банкротства дальнейшего. Вот признали банкротом, ну, там надо с долгами расплатиться, там надо… И это занимает очень много времени, ну, минимум год. А много таких дел у вас сейчас в производстве? Вот у нас было 5 дел о банкротстве, из них по одному делу суд прекратил процедуру банкротства, а 4 дела они находятся в производстве. А речь идет о предприятиях государственных или частных? Нет, это частные предприятия, Мы очень тщательно смотрим за сроками рассмотрения дел. У нас нарушить срок рассмотрения дел не получается, потому что здесь судятся предприниматели, здесь судится бизнес, и для предпринимателей, для бизнесменов каждый день простое, время это деньги, время это деньги. Вспомнилось такое громкое дело по континенту, которое рассматривал арбитражный суд. Да, расскажите, как это дело проходило? Вы поставили в этом вопросе точку? Арбитражный суд поставил, но при этом мы поставили конфликт точку, продолжается. Да, но я хочу сказать, что я вообще не люблю обсуждать дела, потому что, конкретные дела. За эти 20 лет немало дел рассмотрела. Да, это было дело нашумевшее, все знают это дело, слышали во всяком случае за это дело. Но дело, я еще раз повторюсь, может быть, в плане правовой это дело не было сложное. Там был обычный случай, когда фирма ООО «Континент» заключила договор аренды здания «Универсам» с администрацией Гагарского района. Заключили договор, но закон говорит, вот заключили договор аренды, этот договор надо зарегистрировать в Госком имуществе. И ни одна из сторон этому значению не придала тогда. Они начали работать, и потом уже администрация Гагарского, это был иск администрации Гагарского района. Они были собственники, это государственное имущество здания «Универсама». Администрация Гагарского района обратилась в суд, чтобы забрать это помещение, потому что оно не было зарегистрировано в установленном законом порядке в Госком имуществе. А закон говорит, если договор аренды имущества не зарегистрирован, то этот договор считается незаключенным. И вот суд признал незаключенным и вернули здание никому. Вот я читаю, и в социальных сетях много пишут, вот арбитражный суд забрал там у кого-то, отдал кому-то. Никому мы не отдавали и не имели права отдавать, мы вернули государству. Но в связи с континентом, раз уж вы начали говорить, это было страшное давление на суд. Это было давление средств массовой информации. Вот не других ветвей власти. Обычно думают, давление на суд, значит, либо законодательная власть давит, заставляет делать решения, которые у нее, либо исполнительная власть. Здесь было другого характера давления. Трудовой коллектив начал проводить какие-то пикеты, митинги. Они проводили перед зданием администрации, они подъезжали в арбитражный суд. Эти представители делегации трудового коллектива все время ходили, объясняли мы им. Потом средства массовой информации разместили. Даже вот я помню, была такая статья, по-моему, это было открытое письмо, 10 вопросов председателю арбитражного суда.
Те вопросы, которые там были перечислены, на все эти вопросы были даны ответы судебными актами. Это психологически действительно это психологически действует. Да? Знаете, это очень психологически действует, когда вот это письмо, ну, вы, наверное, не обратили внимания, нас это коснулось, и когда это письмо появилось, и многие службы, это газеты распространили, появилась, следующий день я пришла, когда на работу, уже все судьи собрались и говорят, ну давайте будем им отвечать. Но мы не стали отвечать. Я считаю, что суд не должен входить в полемику ни со средствами массовой информации, и ни со сторонами. Суд выносит решение, есть решение. Кому-то не нравится, есть кассационная инстанция. Можно там и нужно, если не согласны, рассмотреть, пересмотреть. Если не согласны с решением кассационной инстанции, есть президиум. Ну, Лена, не бывает такое, чтобы вот 7 судей ошиблись, да? Вот я говорю, один судья, который рассматривает по первой инстанции, и есть кассация в составе 3 судей, которые не участвовали, есть в президиум еще 3 судей. Но не бывает такое, чтобы все судьи ошибались, а один истец был прав. Либо не может быть такое, что вот все судьи сговорились, чтобы нарушить право истца. Мы очень много говорим об инвестиционной привлекательности. Но при этом мы знаем много историй, когда права инвесторов нарушаются. Может ли иностранный инвестор обращаться в арбитражный суд и отстаивать свои права? Если да, то сколько таких дел у вас было в производстве? Но иностранный инвестор – это чуть-чуть, по-моему, понятие другое. Иностранный инвестор, конечно, может обращаться, закон наделяет его полным объемом прав, и его права будут защищены. Но я хочу сказать, что иностранные инвесторы тоже должны понимать, что законы надо соблюдать. Вот суд может защитить, я хочу сказать, суд может защитить только законное право, если оно нарушено. Просто потому, что он инвестор, права не могут быть защищены. Даже он должен понимать, что он тоже наряду с гражданами Абхазии должен исполнять закон, он должен быть законопослушным. Ну так такие дела рассматривались, у вас были случаи? У нас в производстве нет иностранных инвесторов, споров пока нет. Мы вот выше говорили о службе судебных исполнителей. Это с этого года, да, эта служба заработала, да. Принят был закон. И полномочия у этой службы достаточно такие весомые, да, и это наложение штрафа, это и принудительное взыскание денежных средств с должников. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, учитывая наш менталитет, сможет ли эта служба реально работать в Абхазии, служба судебных исполнителей? Эта служба должна работать. Она обязана работать, другого выхода нет, потому что судебные решения, просто вынесенные, которые лежат в папках, они никакой пользы не приносят. Судебное решение на то и выносится, чтобы его исполнять. Вот вчера тоже был репортаж, судебные исполнители уже там исполнили какое-то судебное решение. И было очень эмоционально. Да, было очень эмоционально, и уже появились там всякие отклики, ну как так можно было. Было решение суда, которое нужно исполнять. И когда мы ссылаемся и говорим на наш менталитет, мне это тоже не нравится. Ну что у нас за менталитет? Не соблюдать законы? Игнорировать законы, не исполнять, я думаю, что у нас нет такого менталитета. Мы просто должны все понимать, что закон надо исполнять, а судебный акт – это имеет силу закона. К сожалению, приходится завершать нашу интересную беседу. Такой последний вопрос. Легко ли быть женщине судьей? Судьей. Наверное, нелегко, потому что это тяжелая работа. И если ты судья, то вся твоя жизнь должна быть посвящена твоей работе. Так получается. И это занимает много времени. И, соответственно, мало времени остается на семью, на детей. Работа сложная, но работа очень интересная. Очень интересная. У нас коллектив женский в основном. Но почему так сложилось, что у арбитражного суда женское лицо? Женское лицо, да. 9 судей, из них 8 женщины. Все мы... не любим свою работу. Я ни разу не пожалела, что я судья, первый председатель арбитражного суда Гурджиев Валерий Тебович. И он
сам организовал эту работу. Под его личным руководством все, что есть сегодня, это было организовано, основа была организована Валерием Тевовичем. И он искал судей, он сам набирал аппарат. Нас собрал Тевович, потому женский коллектив. Вспоминаю эти годы очень тепло. Первые годы, вот годы становления арбитражного суда, это были годы тяжелые в материальном плане. Зарплаты не было, и помещения мы только-только подбирали. Но я с теплотой вспоминаю эти годы, потому что мы работали, и мы по кирпичику вот создали этот арбитражный суд, которому сегодня исполнилось 20 лет. Фатима Алексеевна, я вынуждена завершать с вами беседу. Спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо вам, спасибо всем, кто поздравил с юбилеем наш коллектив. Спасибо, что пригласили и дали возможность высказаться. До свидания. До свидания. Уважаемые телезрители, у нас в гостях была председатель арбитражного суда Фатима Квициня. Мы продолжаем выпуск. 20 новобранцев весеннего призыва принесли клятву на верность Абхазии. Торжественная церемония прошла в Министерстве обороны Республики и завершилась торжественным маршем. Рената Шака с подробностями. Равнение на середину! Товарищ генерал-лейтенант, личный состав учебного центра для принятия военной присяги построен. Начальник учебного центра майор Гагуля. 20 призывников абхазской армии приняли военную присягу в Министерстве обороны Республики. День приведения к военной присяге праздничный для воинской части. Проводить на военную службу новобранцев пришли их родственники и друзья. Для принятия военной присяги молодые воины вызывались из строя по одному и торжественно произносили текст присяги. Клялись служить своей родине. Сара, цурцумя мираб тингизипа, гудурла тубазвайцы псадгила пснаханкарла, губ шикала шазыху, истубабая конституция, а законку псыцкерала цишрукнуху. Заместитель министра обороны страны Беслан Цвижба пожелал новобранцев успехов в нелегкой службе. Поздравляю вас с принятием военной присяги. Уверен, дальнейшее распределение и продолжение военной службы в частях и подразделениях наших вооруженных сил вы будете честно представлять, достойно представлять наши вооруженные силы. На службу призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Призывники служат 18 месяцев, а для имеющих высшее образование срок службы 12 месяцев. В соответствии с программой не проходит курс молодого бойца по возрастному или же следующий у нас выпуск. На окончании курса молодого бойца все зависит от количества личного состава и по поставке через военный комиссариат. После произнесения клятвы новобранцы торжественным маршем направились в здание Минобороны. Далее они будут распределены по воинским частям Абхазии. Весенний призыв граждан республики на действительную военную службу продлится до 30 июня текущего года. Рената Шака, Алексей Гухава для событий недели. Сборная Абхазии по футболу уступила в полуфинале чемпионата Европы по версии Конифа команде Падани. Это был 4-й матч абхазских футболистов на полях Северного Кипра. Одна победа в игре с Южной Осетией и 2 ничьи с командами Карпатали и Северного Кипра. С таким багажом наша сборная вышла на игру за право играть в финале. К сожалению, на этот раз спортивная удача отвернулась от наших игроков, но сборная Абхазии доставила в этой игре немало хлопот соперника. Как это было в репортаже Астанды Отерба с Северного Кипра. Полуфинальная встреча действующих чемпионов мира Конифа сборной Абхазии и чемпионов Европы по Дании проходила на стадионе города Гюзы-Илюрт. Падания располагается на севере Италии. Футбольная ассоциация была основана совсем недавно, в 2013 году, но за короткое время национальная сборная достигла определенных высот. Команда Падания уже в начале чемпионата была в числе фаворитов, наравне с хозяевами Северным Кипром и Абхазией. С самого начала тайма игра проходила напряженно. Большую часть времени наши футболисты разыгрывали мяч у ворот
ворот соперников, но опытный итальянский голкипер умело отстранял нападение. В середине первого тайма судья назначил пенальти в ворота Абхазии. Наш вратарь, уже признанный лучшим игроком в матче с Южной Осетией, Инал Кацбам, сумел отбить мяч. Отдельное внимание нужно уделить трибунам. На протяжении всех игр нашу сборную поддерживают ярые болельщики. В основном все они приехали из Абхазии, но и тут нашлись единомышленники. Во втором тайме Дмитрий Кортава не раз атаковал ворота соперников и имел хорошую возможность открыть счет. После окончания основного времени были назначены серии пенальти. Обе команды забили подряд по 5 мячей. Шестым на пробитие вышел Даур Квиквискири. Вратарь сборной по Дании Марко Мурьера угадал направление мяча. Со счетом 6-5 по результатам послематчевых пенальти Дания выходит в финал. За звание чемпионов Европы они будут соревноваться с хозяевами сборной Северного Кипра. А наша команда встретится с Сикейским краем за 3-е место. Астанда Отерба, Роберт Ломи, Северный Кипр. Нашей команде не удалось стать бронзовым призером чемпионата Европы по футболу по версии Конифа. Матч со сборной Сикейского края завершился со счетом 3-1. Абхазская сборная заняла 4-е место. Ну что ж, и в спорте бывают поражения, но мы, болельщики, уверены, что громкие победы национальной команды Абхазии по футболу еще впереди. Это все на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.